Специалисты регионального центра здоровья и наркологи КОМИ ждут первого этапа реализации антитабачного закона. По словам медиков, либеральными методами курильщикам не объяснить, что табакокурение приравнено Всемирной организации здравоохранения к наркотической зависимости, наряду с героиновой и кокаиновой. Да и страшной статистикой уже никого не испугать. Все же в республике руки не опускают и активно занимаются профилактикой. Продолжит Виктория Палкина. Илья Туркин, курильщик с 7-летним стажем, решился на эксперимент и пришел в Центр здоровья. Один выдох и смокилайзер сразу дает показатели. И по концентрации карбоксигемоглобина, и по угарному газу в крови. 20-летнему сыктывкарцу радоваться нечему. И выход, по словам врачей, один – бросить курить. Когда с девушкой разговариваешь, вижу, она напрягается, когда чувствует запах изо рта, поэтому все время жвачки таскаешь еще с собой, чтобы зажевывать. И довольно-таки неприятная привычка. Но запах изо рта – это еще полбеды, говорят врачи. Главный враг – это, конечно, углекислый газ, который образуется при курении. Да и в самом табаке есть вся таблица Менделеева. Смолы, тяжелые металлы и даже радиоактивный полоний. Разрушает все органы и ткани. В первую очередь, это быстро делящиеся клетки, это костный мозг, это воздействие на печень, почки, сердце. В первую очередь, сердечная система очень сильно страдает. Система органов дыхания, система органов пищеварения за счет постоянного облучения, то есть курильщик постоянно получает дозу радиации. Бросал курить несколько раз и снова начинал. Таких историй медики могут рассказать десятки. Пациенты охотно делятся своими героическими порывами завязать с вредной привычкой. Но вот удается это сделать только каждому четвертому. И, пожалуй, самое главное заблуждение, по словам врачей, когда курильщики переходят на так называемые легкие сигареты. Он будет просто-напросто выкуривать больше этих так называемых легких сигарет. И говорить о меньшем вреде не приходится, потому что больший вред несет не сам никотин, а то, что происходит при горении сигареты. А в легких или в средних разницы нет никакой абсолютно. Герой нашего сюжета Илья Туркин собирается бросить курить не только потому, что сегодня у него есть шанс к 35 годам заработать букет хронических заболеваний, но и ради экономии. Каждый месяц на сигареты он тратит до 2000 рублей. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.